Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня я нахожусь на острове Губернатора, штата Нью-Йорк, который, в общем, был достаточно актуален, наверное, уже 200-300 лет назад. А сегодня это территория, в общем, для отдыха, скажем так. Вот. Позади меня, вот, если вы видите, статуя свободы. Я хотел бы сегодня продолжить цикл рассказов популярно об уйгурах. Один из интересных вопросов, конечно, но не таких емких, почему Россия не продолжила свою экспансию в Восточный Туркестан, когда она захватывала территории Казахстана, там, Узбекистана и так далее. То есть в то время для России главным вопросом стоял путь в Индию и оттуда. То есть это, скажем, такой транспортный коридор, который Россия хотела получить. Через Восточный Туркестан она такой коридор не получила бы, поэтому она не рассматривала захват территории Восточного Туркестана. То есть ей это было неинтересно. Мало того, в то время Великобритания активно изучала вопрос, скажем, действия и влияния в Восточном Туркестане, и поэтому, в общем-то, Россия, зная об этом, я думаю, что не стала создавать себе какие-либо проблемы, тем более интересов там особых не было. Тем не менее, когда образовался Советский Союз, и, как вы помните из истории, был в то время Третий интернационал, который ставил своей задачей экспансию революции во все страны мира, да, везде, где возможно. Ну и, конечно же, эта экспансия подразумевалась и на ближайшие страны, соседние страны, граничащие с Советским Союзом. Одной из таких стран был Китай. И, в общем-то, Советский Союз рассматривал вопрос экспансии на Китай революции через Восточный Туркестан, через уйгуров. Поэтому с помощью, в общем-то, Советского Союза в 1933 году и в 1944 году дважды образовывались уйгурские республики. То есть в то время были присланы из Советского Союза в Восточный Туркестан и военная техника, и войска, и советники, то есть ведущие военачальники были из Советского Союза, различных тюркских национальностей. Вот. Поэтому, в общем-то, эти революции таким образом случались и образовывались Восточно-Туркестанские республики. Но после того, как Мао Цзэдун смог, в общем, начать освободительную войну от Чан Кайши, соответственно, войска Чан Кайши и сам Чан Кайши вынужден был потом скрыться на Тайване, на острове Тайвань. Вот. Мао Цзэдун, в общем, захватил Китай. Соответственно, у Сталина не было, скажем, уже такой проблемы, да, что проводить экспансию на Китай, потому что Мао Цзэдун заявил о своей коммунистической ориентации. Ну и, соответственно, как вы понимаете, после различных переговоров, разговоров там, и договоренностей, Сталин вывел советские войска, вывел оттуда всех советников, военачальников, оголил, в общем-то, уйгуров перед Мао Цзэдуном, перед китайской освободительной армией, так называемой НОАК. Вот. И также он, соответственно, в сговоре с Мао Цзэдуном
в 1949 году уничтожил наших ведущих 11 членов правительства в авиакатастрофе. После уничтожения нашего правительства были поставлены, скажем так, ставленники, которые готовы были согласиться на условия с Китаем. Сталин вскоре с Мао Цзэдуном поставил задачу, что уйгуры остаются в составе Китая, вот, как автономный район. И вот таким образом в общем-то, произошла оккупация, захват нашей родины, Восточного Туркестана, Китая. Хотя по Конституции в те времена, конечно, уйгуры имели широкие права, но в 50-м году, буквально через год, Китай сменил Конституции пункты определенные касательно прав и свобод русского народа. И, конечно же, в общем, провел свою политику. Почему Сталин в то время, в общем-то, еще усиленно старался оставить уйгуров под властью коммунистического режима, скажем. То есть Советский Союз, он был громадный, ему было, в общем-то, как бы не с руки руководить, захватывать территорию. Но в силу того, что Китай стал коммунистическим, конечно же, он уйгуров оставил под контролем Китая. Мало того, должен отметить, что урановые рудники, которые, в общем-то, уже разрабатывались в то время в Восточном Туркестане, они позволяли добывать уран. И должен вам отметить, что первая атомная бомба советская, она была изготовлена из урана с нашей родины, с Восточного Туркестана. Вот, и как вы понимаете, что вот такие объекты, такие ресурсы, они не могли оставаться в руках империалистов, да, как считал Сталин. Вот, поэтому, в общем-то, он уйгуров и сдал. Вот. Что касается Чан Кайши, то вы вот понимаете сейчас вот этот тайваньский вопрос. Он с тех времен, когда Мао Цзэдун захватил власть, этот вопрос висит. Чан Кайши считает, что это был, скажем, нелегитимный захват власти коммунистами, и объявил, что Китай, в общем-то, изначально находится китайское правительство на острове Тайвань, вот, и, соответственно, весь Китай должен подчиниться Тайваню после освобождения от коммунистической власти. Ну, как вы понимаете, коммунисты Китая, наоборот, считают, что империалисты, они это убежище Тайваня, это убежище империалистов, и надо было его как бы уничтожить. Вот. И до поры до времени, в общем-то, все оставалось и остается сейчас в том виде, в каком есть. Да? То есть Тайвань, он хотя и не признается ни одним государством, отдельным государством, скажем так, да? Вот, и считается, что он все-таки принадлежит Китаю. Но тем не менее отдавать Тайвань в руки коммунистов тоже никто не хочет, потому что Тайвань, он стратегически очень важен, так как производит 90% чипов для различных отраслей промышленности в мире. Вот, на сегодня пока все. В следующий раз я остановлюсь более подробно на политике ассимиляции уйгуров в Китае. Спасибо, всего вам доброго.